Коми решено развивать медицинскую лабораторную службу. Что изменится? Планируется оснащать лаборатории при больницах, а для плановых исследований построить мощную лабораторию-фабрику за счет средств крупного инвестора. Качество диагностики в регионе должно вырасти, а расходы медучреждений снизиться. Детали масштабного проекта у Ольги Коняевой. Это уже не первая встреча всех заинтересованных сторон. Проект обсуждается больше года, вопросов много. Важно учесть все нюансы. Руководитель Минздрава отмечает, преобразования возможны только с учетом мнений медицинского сообщества республики и замечаний региональных ведомств. Модернизированная лабораторная служба должна решать главную задачу – повысить доступность качественной диагностики. Зачем нужна централизация? Наверное, для того, чтобы пациентам все-таки были доступны все виды, полный спектр лабораторных исследований, потому что вне зависимости от того, где человек живет, у него забор биоматериала будет обеспечен в той больнице, к которой он прикреплен, или в той поликлинике, к которой он прикреплен по месту жительства. А биоматериал будет централизованной лабораторией, их логистическая служба доставлен в централизованную лабораторию. И врач-клиницист получит результаты исследования уже непосредственно в личный кабинет своего пациента. Новая модель лабораторной службы затронет транспортно-доступные территории. В первый вариант проекта вошли 28 учреждений южной и центральной частей региона. После изучения возможностей логистики решено исключить еще 2 района – Усть-Куломский и Прилузский. За круглым столом представитель инвестора отметил, анализ ситуации в лабораторной службе региона, объезд медучреждений продолжается. С учетом географии республики вопрос качественной и быстрой доставки биоматериала в основную лабораторию – один из первых у медиков. Все-таки наша территория – это труднодоступная территория. Большие расстояния, дороги, в общем, сезонность, оторванность и всякое разное. Да? То есть логистическую схему продумать крайне сложно. И вот коллеги-то мои больше всего, так сказать, с упором на интерес пациента переживали, как же мы будем брать биоматериал, и насколько четко должна быть выстроена логистическая служба, чтобы все это вовремя, в сроки и качественно было доставлено в централизованную лабораторию. По последним оценкам, в зону обслуживания новой лабораторной системы попадет 620 тысяч жителей Коми. Это более 7 миллионов исследований в год. Предполагается гибридный вариант – создание крупной лаборатории в Сыктывкаре для обработки плановых анализов и 18 круглосуточных лабораторий в больницах для экстренных исследований. Их оснастят современным оборудованием. У нас сейчас много нормативных документов, и под каждым нормативным документом, за каждым нормативным документом стоит прокуратура. При поступлении ребенка с диабетом мы должны в течение 10 минут сделать анализ крови. Да? Это все фиксируется, поэтому при ребенка на ИВЛ с нестабильной гемодинамикой, КЧС там делается в течение 15 минут и делается сколько угодно, много раз. Да? Поэтому вот у нас 75% это анализы экстренные. Для вашей больницы, насколько я знаю, по проекту предусмотрена экспресс-лаборатория, а соответственно капиллярная кровь, как выполнялась диагностика непосредственно в стенах самой медицинской организации, так она и будет обеспечиваться именно из капиллярной крови. И, соответственно, ее никуда везти не нужно. Без отвлечения бюджетных средств проект может реализовать крупная специализированная организация за счет собственных инвестиций. Предполагается заключить договор концессии сроком на 20 лет. Закупка нового оборудования, ремонт помещений, создание логистической службы по предварительным расчетам обойдется в 500 миллионов рублей. Если в учреждении, в том или ином, например, в Ухте, оборудование стоит купленное по разным программам, оно новое, то тогда не имеет смысла это учреждение заводить под проект централизации. А прежде всего в проект будут вноситься изменения, они уже вносятся по тем организациям, где оборудование уже старое, изношенное. Важны не только денежные вливания, качество в первую очередь. Исследования для жителей останутся бесплатными. В 3 раза увеличится спектр наименований анализов, в том числе редких. Биоматериал плановых анализов будет ежедневно доставляться из учреждений в основную лабораторию. За счет информатизации и автоматизации процессов вырастет скорость и точность результатов.
При этом у крупной специализированной организации есть возможность снизить затраты на закупку оборудования, реагентов за счет масштабов. Себестоимость исследований будет ниже, благодаря чему медучреждениям лабораторная диагностика обойдется дешевле, примерно на 10%. Идея, конечно, хорошая. Те лабораторные исследования, которые, например, мы не можем делать, да, и в лаборатории не можем держать, мы можем отдать эту лабораторию, конечно. Диагностика, например, да, это, пожалуйста. Иммунодиагностика тоже, пожалуйста. Мы не против. Одно из принципиальных условий проекта – сохранение рабочих мест и социальных гарантий для всех сотрудников лабораторий. Помимо того, возможность переобучения, сохранения нагрузки, развития. Нюансов достаточно. Мы заинтересованы в каждом человеке, который на сегодняшний день работает в лабораторной службе. То есть мы понимаем, что нам не хватает людей для того, чтобы укомплектовать экспресс-лаборатории, централизованные лаборатории. Не буду, наверное, сейчас озвучивать зарплатные предложения. Они в среднем на 15% выше, чем люди зарабатывают по состоянию на сегодняшний день. Тарифы на диагностику, виды исследований, неиспользуемое оборудование, интеграция информационных систем. Руководители медучреждений углубляют тему до мелочей. После доработки проекта будет объявлен конкурс на заключение концессии. Потенциальный инвестор, готовый реализовать новый формат лабораторной службы, есть. Компания представлена в 25 регионах, уже работает в рамках государственно-частного партнерства в других субъектах. Централизация не должна быть огульной. Где-то мы должны централизовать, а где-то оставить. То, что произошло это совещание и выявило массу узких вопросов, это очень хорошо. И я думаю, что нам придется еще раз собраться. Задачи, которые перед нами стоят. Первое – это обеспечить доступность высокотехнологичных методов диагностики для населения республики в рамках обязательного медицинского страхования. И важно, вне зависимости от места проживания пациента. Следующее – это создать условия для профессионального роста и самореализации наших молодых врачей, лаборантов внутри республики, решив таким образом, коллеги, проблему высокого среднего возраста специалистов. Следующее – это изыскать средства для качественного улучшения материально-технической базы лабораторной службы в республике. Централизация лабораторной службы – процесс не из быстрых. Строительство, наполнение оборудованием, поэтапное подключение медицинских учреждений, отработка логистики в разные сезоны года. Важно на стадии разработки проекта предусмотреть все возможные тонкости. Глава Минздрава Игорь Дягилев дал задачу рабочей группы в 2-недельный срок завершить глубинное изучение с выездами на места и перейти к следующему этапу работы, который снова пройдет в диалоге между экспертами всех уровней, в том числе федерального. На этом сошлись все участники встречи.